Безмолвные камни, на которых золотом высечены имена погибших в годы контртеррористической операции. Дань памяти всем тем, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом. И нет ничего удивительного в том, что празднования по случаю Дня отмены КТО в Чечне начали с возложения цветов к величественному мемориалу. В парадных костюмах представители силовых структур во главе с министром МВД Русланом Алхановым почтили память всех погибших сотрудников. Сегодня мы вспоминаем в первую очередь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Албухамидовича Кадырова, которому мы обязаны всем тем, что у нас есть. За мир, благополучие, счастье нашего народа он ушел из жизни непобежденным. А также 1500 наших боевых товарищей сложили свои головы, защищая интересы нашего народа, обеспечивая безопасность населения. Церемония возложения цветов завершилась прочтением дуа за всех погибших в годы КТО. Торжественное мероприятие прошло и на территории мемориального комплекса «Аллея славы». Перед собравшимися выступил спикер парламента Дукваха Абдурахманов. Мирная и процветающая республика – это заслуга бесстрашных воинов, погибших при исполнении служебного долга. Мы не вправе забывать их подвиг, отметил председатель законодательного собрания. На этом пути мы теряли, проводя референдум, выборные кампании членов избиркомов. Здесь стоят главы районов, среди них 4 человека погибло. Министры были ранены, кадиев теряли, участковых теряли. А сколько из федеральных частей? За все мы должны, память отдавая, с благодарностью эти дни вспоминать. Это прошлое, чтобы оценить сегодняшнюю вот эту картину «Ясный день». Золотой город по заветам Ахмата восстановленный, воссозданный, оформленный для нас, для мира, для счастья наших народов Рамзаном Кадыровым. Не сказать это, не оценить тому, кто не видел, если не напомнит то, что было. Затем муфти республики прочитал молитву, и собравшиеся возложили цветы к мемориальной плите памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Луиза Батыжева, Хамзат Аюбов, Муслим Типаев. Новости.